помним, как Билл Клинтон сказал закончить войну, первую еще российско-чеченскую войну, малой кровью. Мы помним, как Джордж Буш пригласил военного преступника с золотой звездой героя Шаманова, Владимира Шаманова, и есть фотография в овальном кабинете. Мы, чеченцы, на это очень хорошо замечали и реагировали. И на все российская пропаганда накладывала такую информацию, что при убийстве президента Чеченской Республики Джохара Дудаева русским помогали военные спецслужбы, военные США. Некоторые чеченцы задаются этим вопросом, что вот неужели американцы могли так поступить, да, чтобы убить нашего президента? Вы можете опровергнуть эти слухи? As far as I know, there was no truth in that collaboration. I understand why people believe otherwise. We in the West made many mistakes. Насколько я знаю, нет ни малейшей правды в том, что имело место такое сотрудничество. Я понимаю, почему люди верят в обратное. Мы на Западе совершили много ошибок, главным образом из-за невежества. Большинство людей, возглавлявшие наше правительство, просто не знали, что происходит. Не понимали. Им было достаточно трудно иметь дело с одним Советским Союзом, не говоря уже о 15 странах. А потом, когда им сказали, что это еще не все, стало еще сложнее. Я не верю, что такой заговор был. Я верю, что Москва заинтересована в том, чтобы такое мнение у вас существовало. Это говорится для того, чтобы чеченский народ был еще более изолированным, чем является на самом деле. Есть очень много людей по всему миру, которые поддержали и поддерживают вас. И они не должны верить в то, что говорит Москва, если только не предоставлены доказательства. Меня однажды спросили о чем-то, что сказал Путин. И я сказал, он лжет. И меня спросили, откуда я это знаю, и я сказал, что он шевелит губами, и когда он говорит, он всегда лжет. К сожалению, это не то, что большинство людей пока готовы сказать, но это важная вещь для изучения. Спасибо вам большое, Пол. Я бы хотел вам еще выразить большую благодарность за то, что вы приняли участие в создании чеченской